Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 25 июля. Встреча с представителями осетинской диаспоры и планы на будущее. Визит президента в Сирию продолжается. Увеличение объема выпускаемой продукции и расширение ассортимента. Новое здание хлебокомбината заработало в полную мощь. После 10 лет вопрос жилья решается. Рубрика «Строительная площадка». Продолжается официальный визит президента Анатолия Бибилова в Сирийскую Арабскую Республику. Состоялась встреча с представителями осетинской диаспоры в Сирии. Глава государства рассказал сирийским осетинам о достигнутых договоренностях между нашими странами, отметив, что с открытием посольства Южной Осетии в Дамаске связь диаспоры с исторической родиной будет крепнуть. Анатолий Бибилов встретился с представителями осетинской диаспоры в Сирии. Приветствуя сирийских осетин, президент Южной Осетии сказал, что ему и всей делегации республики очень приятно познакомиться с земляками. اما هم سماق کیفتم نخیتوک نخیستک هوی اما آخم فی دارادم که استود و شرط که اسپاستاد سیری آدمی من اما وشادم خسن انتسته کیس وین انتنگ خزگون. Он рассказал представителям диаспоры о своей встрече с президентом Сирии. Я вчера встречался с господином президентом Башаром Асадом и сказал ему, что здесь проживают осетины, которых все называют черкесами, наряду с другими нашими братскими национальностями. И, конечно же, мне приятно, что фактически это не только мне, всем здесь и делегации, и то, что наши люди будут видеть в Осетии, всем приятно, что в каждой отрасли жизни Сирийской Арабской Республики вы представлены, причем представлены очень достойно. Он сказал мне огромное спасибо за то, что вы так себя представляете здесь, в обществе Сирийской Арабской Республики. Он также рассказал сирийским осетинам о достигнутых договоренностях между Республикой Южная Осетия и Сирийско-Арабской Республикой и подчеркнул, что с открытием посольства Южной Осетии в Дамаске связь диаспоры с исторической родиной будет укрепляться. Представители диаспоры со своей стороны интересовались положением дел в республике, как развивается экономика, какие условия создаются для инвесторов, какие проекты могут быть осуществлены между Южной Осетией и Сирией. Сирийских осетин также заинтересовала возможность обучения молодежи в Юго-Осетинском государственном университете. Анатолий Бибилов заверил их, что для студентов будут созданы все условия. В ходе встречи была высказана просьба о представлении диаспоре презентационных материалов об Осетии и проведении взаимных культурных мероприятий в обеих странах. Президент заверил, что эти просьбы будут выполнены и дал соответствующее поручение министру иностранных дел. Анатолий Бибилов также выразил надежду на скорую встречу с сирийскими осетинами в Схинвале, где в августе пройдет Всемирный съезд осетинского народа. Агунда Губозова, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Вопросы сотрудничества Южной Осетии и Сирии в экономической сфере обсудили сегодня на встрече в Дамаске президент Анатолий Бибилов и глава сирийского правительства Имад Хамис. Сирийский премьер поблагодарил главу государства за поддержку, которую наша республика оказала Сирии. Ирина Битева продолжит. Приветствуя юго-осетинского лидера, сирийский премьер поблагодарил его за поддержку, которую Южная Осетия оказала Сирии. Анатолий Бибилов со своей стороны выразил благодарность за признание независимости Южной Осетии и за позицию Сирии в августе 2008 года. Во-первых, я еще раз хочу поблагодарить президента Сирийской Арабской Республики, руководство в целом Сирийской Арабской Республики за тот шаг, который сделали в признании Республики Южной Осетии. Мы хорошо помним твердую позицию Сирийской Арабской Республики в 2008 году, когда Грузия напала на Республику Южная Осетия. И мы эту позицию помним и уважаем, и ценим. То, что сегодня
одинаковые взгляды на те процессы и проблемы, которые происходят в мире. Это очевидно. И Южная Осетия, как и Сирийская Арабская Республика, прошла очень тяжелый путь санкций, войны, двойных стандартов. И мы прекрасно понимаем те трудности, через которые сегодня проходит Сирия. Но зная твердость духа народов Сирийской Арабской Республики, мы уверены, что в Сирии будет мир, будет стабильность и, конечно, будет развитие. И я уверен, что как раз в этом развитии наше взаимодействие, наше партнерство принесет плоды. Как для российской стороны, так и для Сирийской Арабской Республики. Имад Хамис высказал пожелание, чтобы подписанные между двумя странами соглашения в самом скором времени наполнились практическим содержанием. Как подчеркнул премьер-министр Сирии, сотрудничество в экономике и торговле позволит Сирии и Южной Осетии выходить на рынки третьих стран. Приняв предложение об участии предпринимателей Южной Осетии в международной ярмарке в Дамаске, Бибилов предложил подписать соглашение между торгово-промышленными палатами двух стран, чтобы на всех уровнях способствовать инвестициям и торговым отношениям, развитию бизнеса в Южной Осетии и Сирии. В ходе переговоров стороны также обсудили перспективы сотрудничества в финансовой сфере. Ирина Битева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Новое здание комбината хлебобулочных изделий заработало в полную силу. Теперь благодаря современной аппаратуре появилась возможность увеличения объема выпускаемой продукции, поставок в торговые точки республики и расширения ассортимента. С процессом работы ознакомилась Дзераса Кузаева. В рамках инвестиционной программы построено здание для хлебобулочного комбината. В здании все новое и, самое главное, новое оборудование, которое отвечает всем современным нормам и требованиям. Как вам работа в новом здании? Пока нормально. Автоматика облегчает нам работу. Оборудование несколько раз запускалось в тестовом режиме. Сегодня, наконец, работники пекарни отработали полные смены. Систему настраивают под технологический процесс выпечки хлеба. Необходимо соблюдать температурный режим и точное время. Благодаря переходу в это здание и работе на совершенно новой аппаратуре появилась возможность увеличения объема выпускаемой продукции и расширения ассортимента. Здесь до минимума сведен человеческий фактор, подобрано под нашу технологию. Строго те требования, которые мы просили под оборудование, это уж, слава богу, выполнение, в отличие от самого здания. Директор хлебопекарни рассказал о проблемах, которые, к сожалению, все же возникли в новом здании. Объект приняли в эксплуатацию с многочисленными нарушениями, которые приходится устранять в авральном режиме. Обо всех выявленных недоработках проинформированы в Министерстве строительства. В отношении подрядной организации, которая строила здание, по словам Вадима Цхавребова, возбуждено уголовное дело. Для устранения недостатков необходимы также дополнительные финансовые средства. Но, несмотря на это, переход в новое здание невозможно было откладывать в долгий ящик. Работы у инженерно-технических сотрудников комбината, конечно, прибавилось, но, как отметил директор, им под силу любые задачи. И в скором времени все цеха будут приведены в порядок. Подписали акт приемки, чтобы уже обоснованно те мелкие расходы, недоработки, которые имеют место, я повторюсь, устранять. Иначе мы, если не на нашем балансе, если не находится он у нас, то мы средства не можем на него тратить. Более 400 тысяч уже потрачено на этот завод. На втором этаже здания расположились кондитеры. Комфортные условия, инвентарь. Есть все для того, чтобы продолжать радовать население новыми видами кондитерских изделий. Одно из главных намеченных планов. На сегодняшний день хлебокомбинат поставляет булочки практически во все школы республики. Для их выпечки установлена специальная печь. Это позволяет снизить нагрузку на другие печи в кондитерском цехе и тем самым производить дополнительную продукцию. Планируют разнообразить и виды печенья. Для их расфасовки закуплена упаковочная машинка. Ни пальмового масла, ни разрыхлителей, ни улучшителей, ни каких-то искусственных добавок мы в своем производстве как не применяли, так и не будем применять. То оборудование, которое мы хотели, то оборудование, которое нам нужно было под нашу технологию, стоило чуть дороже. И люди поняли, что качество той продукции, которая выпускается без улучшителей, разрыхлителей из ГОСТовского хорошего сырья, она пускай чуть даже дороже, но это качество того стоит. На прилавках магазинов появится хлеб разных видов, на которые есть большой спрос, и в связи с расширенными возможностями их поставка в торговые точки республики будет в разы увеличена. Несмотря на то, что все оборудование
Бибилова, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня. Еще несколько жителей нашей республики после долгих лет ожиданий наконец станут обладателями комфортного, отвечающего всем требованиям жилья. Наша традиционная рубрика «Строительная площадка» далее. Ланда Диоева, учительница начальных классов лицея искусств имени Аксуколиева, на протяжении 10 лет обивала пороги нужных инстанций, но все было безрезультатно. Домочадцы своими силами залатали дыру в стене, которая образовалась после попадания снаряда во время августовской войны. Пострадали практически все стены дома. Как рассказывает сама хозяйка, после 2008 года их дом несколько раз осматривали разные комиссии. Все говорили, что в доме жить небезопасно, но конкретных действий со стороны государства не последовало. И вот теперь, наблюдая, как сносят ее ветхий дом, который в скором времени будет заново отстроен, она не сдерживает эмоций. Дом был непригоден уже с 2008 года. Я жила в критических условиях. Обращалась ко всем правительствам, которые у нас были до сегодняшнего дня. Никто моим мольбам, моим просьбам, никто не отозвался. Большое спасибо нынешнему правительству, конкретно Анатолию Ильичу, за то, что он наконец-то спустя 10 лет услышал мою просьбу, мою мольбу, мои молитвы. Огромное спасибо. У меня нет слов. Я так благодарна, что наконец-то я могу жить по-человечески. Еще один частный дом с нуля строится на улице Исака, 35А. По словам хозяйки Веры Козаевой, на протяжении десятилетия не осталось ни одной инстанции, куда бы она ни обратилась, но внятного ответа она так и не получала. Наш дом был в полуразрушенном состоянии с 2008 года. С тех пор ходили во все инстанции. Везде нам обещали, но дальше этого дела не доходило. Так и жили в страхе. Но сейчас мы безмерно благодарны Анатолию Ильичу за то, что он является человеком слова. Пообещал и сделал. Эти дома строятся местной строительной фирмой «Шанс» по утвержденному Министерством строительства проекту «Хадзар» общей площадью 160 квадратных метров. Фатима Чойчева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. Во многих странах мира для решения вопроса бездомных собак созданы приюты. К сожалению, в нашей республике проблема бродячих собак пока что остается нерешенной. Эта тема заинтересовала студентов факультета журналистики, которые проходят практику на ГТРК ИР. Мы видим их каждый день на улицах нашего города. Мы привыкли к ним с детства, но так ли они безопасны, как кажется? Тема бродячих собак поднимается не впервые в нашем городе. С каждым годом их число только растет. Это волнует всех горожан, но проблема остается неразрешенной. По словам Марины Кочеевой, главного санитарного врача республики, жители Цхинвала недовольны тем, что они чаще стали нападать на людей. Официально в комитете зарегистрировано 365 случаев, пострадавших от укусов. Это за первое полугодие 2018 года. В 2017 году было 303, то есть на 62 случая больше, чем в 2017 году. И 70% это городские жители, которые пострадали, и 33% это или 117 случаев это сельские жители. Даже если будет ошейник, даже если будет на собаке там бирочка, все равно это животное считается безнадзорным. А содержание уже безнадзорных животных в населенном пункте – это уже ответственность администрации данного населенного пункта. Все собаки, которые находятся за пределами домовладений, скажем так, они все считаются безнадзорными. И их надо по тем постановлениям, которые были, надо регулировать, то есть отстреливать. Во многих странах для решения проблемы бездомных собак открывают специальные собачьи приюты. Вот как на эту идею отреагировала Марина Кочеева. Отношусь очень положительно. Очень положительно. Конечно, это лучше, чем убивать собак. Это, конечно, негуманно, как у нас говорят. Но, к сожалению, сегодня у государства пока, насколько я знаю, таких возможностей нет. Если это сделает кто-то частное лицо,
то я только буду рада этому. С нашей стороны, чисто в плане там консультации или как правильно это все организовать, если будут к нам обращения, то мы готовы всячески оказать помощь. Наше общество давно разделилось на тех, кто одобряет отстрелы собак, и тех, кто считает это преступлением. Мы провели небольшой опрос на улицах, чтобы выслушать мнение горожан. Большинство их высказалось за открытие приюта. Безжалостно уничтожать их тоже некрасиво и нечеловечно это просто. Во-первых, эти собаки в связи с тем, что они беспризорные, они не прививаются, они опасны для детей, да вообще для прохожих в целом. Так что, исходя из вот таких побуждений, надо открывать приюты. Появилась в Цхинвале и группа энтузиастов, которые создали группу в социальных сетях «Твори добро» и пытаются помочь бездомным животным. Одна из них, Альда Котаева, тоже сторонница появления в Цхинвале места, где бездомных собак можно кормить и лечить. Проблема бездомных животных есть, и налицо не совсем гуманное ее разрешение у нас. Поэтому обязательно что-то нужно. Свое мнение высказала ведущая радиостанции Ирзалина Габаева, которая является одним из активных участников группы «Твори добро». Было бы хорошо иметь какое-то место, куда можно принести больное животное, там, я не знаю, оказать ему помощь. Хорошо, если там будет ветеринар, стерилизовать, вылечить. Может быть, пристроить. Да, наверное, приют нужен. Жители республики надеются, что их услышат и примут меры для безопасности людей, а у бездомных собак в скором появится свой дом. Алена Тибилова, Зарина Дзагоева, Диана Галаева, Ренат Медоев. Специально для ГТРК ИР. Уважаемые телезрители, приносим извинения за нечеткое качество изображения в связи с переходом на цифровой сигнал. Доводим до вашего сведения, что вещание местного телеканала на период установки нового оборудования начинается с 17:30. Ну а далее узнаем прогноз погоды на завтра, 26 июля. Завтра, 26 июля, по всей республике ожидается ясная погода. В Знаурском районе днем плюс 33, ночью плюс 21. В Тяуском районе днем плюс 31, ночью плюс 19. В городе Квайса днем 32 градуса тепла, ночью плюс 20. В Ленингорском районе днем плюс 33, ночью плюс 22. В столице республики в Цхинвале днем 34 градуса тепла, ночью плюс 22. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.